ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Самое интересное за неделю. Отстрел собак. Мужчину не остановило даже присутствие детей. Ухтинский финал. 7 лет. Путь к достойной победе. Как сломать судьбу в 16 лет? На 2 подростков завели уголовку. Звездные роли. 15 лет высочайшего уровня в театре. И фантастика реальна. Аутсайдер побеждает 9-кратного чемпиона страны. Подробности прямо сейчас. Суббота, 10:00, бассейн «Юность» стартует соревнования, приуроченные к важной дате. В эти дни бассейн отмечает юбилей – 40 лет своего существования. Отметить праздник решили эстафетами. Утром в них участвуют команды городских организаций, позже – дети. Однако горожан и сотрудников спортивного объекта очень интересует, будет ли капитальный ремонт, ведь без него бассейн могут закрыть насовсем. Сейчас ведется организационная работа к подготовке ремонта именно здания. Ничего точного сказать пока не могу. Определяются с инвесторами, определяются с проектировщиками, определяются с подрядчиками. Как только все будет известно, во всех средствах массовой информации эта информация будет доступна. Ну, главное, бассейн-то останется ли? Бассейн, конечно же, останется. В день рождения принято дарить подарки. Юбилейный день в бассейне не стал исключением. Утром за многолетний труд и успехи сотрудников поздравила начальник городского управления спорта. Позже с теплыми словами в адрес коллектива и спортсменов обратились представители городадминистрации. Это вполне заслуженно, ведь только за 2015 год в бассейне побывало не 1000 человек. Я абсолютно уверен в том, что ухтинская быстрая вода вырастет ни одного чемпиона. И тот капитальный ремонт, который, безусловно, будет в ближайшее время, существенно этому процессу не помешает. В дополнение к поздравлениям для гостей, коллектива бассейна подготовили праздничную программу. Как оказалось, ее смело можно адресовать еще и специализированной спортивной школе по плаванию Олимпийского резерва. Она базируется в бассейне и в эти же дни отмечает свой собственный юбилей – 30 лет жизни, побед и успехов. Суббота, 11:00, индустриальный техникум, стартует ярмарка профессий. Событие организовано для школьников выпускных классов. Молодежи показывают спектр профессий, которым можно обучиться в ухтинских учебных заведениях. Среди участников образовательный комплекс УГТУ, средние учебные заведения, УВИСТ и так далее. Выгодное отличие от обычной раздатки брошюр – показательность. Представители учебных заведений наглядно демонстрируют, что означает та или иная профессия. Учебные заведения-то мы знаем, но не все школьники знают, что такое, например, тот же бурильщик эксплуатационного разведочного бурения. Что именно этот человек будет делать по этой профессии. Так же, как и фельдшер. Ну вот да, фельдшер. А что именно он делает? Что он может делать, чего он не может делать. Ярмарка такого формата вторая по счету. Суть по сравнению с прошлогодней не поменялась. Школьников формируют в группы и проводят по классам. Здесь и автомобильная мастерская, и продовольственный магазин, нефтегазовая отрасль и даже МЧС. Например, спасатели из отряда УГТУ демонстрируют инвентарь, показывают, как именно пользоваться им или быстро одеть спецформу. Режим экскурсии скоростной. На каждую остановку всего 5-7 минут. Однако польза есть. Для девятиклассников это будет полезная информация, и это для общего развития познавательно. Полезно знать про разные профессии, то есть что вообще представляют они из себя, что нужно делать, как учиться, как поступать, какие экзамены сдавать. Наряду с экскурсией на ярмарке можно получить раздаточные материалы. К тому же здесь также можно сразу записаться на понравившуюся специальность. Дополнительных баллов для поступления это не дает, но при прочих равных условиях ранее записавшийся абитуриент пользуется приоритетом перед новичком. В воскресенье 10:00. Лыжная база ОРМЗ. Чемпионат и первенство Республики Коми. 3-й тур. Закрытие лыжного сезона. 280 участников. Москва, Питер, Нижний Новгород, Киров, Архангельская область и почти вся Республика Коми. География впечатляет. Марафон посвящен памяти воина-интернационалиста Алексея Сверчевского. Я знаю его отца еще, когда он родственник Альберта Харитоновича Богданова, этого заслуженного учителя Республики Коми СССР. А его брат Кось, это был отец Алексея. И он постоянно следил за тем, чтобы сыночек, отлично
занимался физической культурой и спортом. Опытные лыжники бегут 50 километров, юниоры женщины – 30-ку. Дети до 14 лет – 10-километровую дистанцию. После второго круга желающие меняют лыжи. К слову, сегодня погода благоприятствует. Условия для гонок что ни на есть самые подходящие. Солнце светит, снег не липнет. По словам спортсменов, дистанция подготовлена отлично. Юные лыжницы из Сыктывкара на этом марафоне впервые. Трасса такая была. Вначале было очень легко, хорошо так шлось. В принципе, не трудно особо. Погода, наверное, только была тяжелая. Очень жарко было. А так, может, катыши, но, в принципе, на спусках всех накатывало, даже взрослых, и все хорошо было. На старте 4 мастера спорта международного класса, 21 России и 9 мастеров спорта СССР. Соревнуются в 21 возрастной группе. В каждой из них участников ждут денежные призы от 1,5 до 25 тысяч рублей. В частном собачьем приюте в Сосногорске молодой человек на глазах 7-летней девочки отстреливал собак. Инцидент произошел посредь бела дня, 1 апреля. Предположительно, пальба велась из травматического оружия. Хозяйка приюта в это время гостила у соседки. В доме находилось 4 несовершеннолетних детей. Неожиданно на мобильный позвонила старшая дочь. Она мне сообщила в истерике: мама, приехала зеленая машина, у нас стреляют собак. В этот момент моя вторая дочка Ирина, она гуляла во дворе. Мы все бросив с соседкой побежали сюда, и когда уже буквально добегая до дома, мы увидели, что за сугробом стояла зеленая машина марки «Десятка», и молодой человек, отходя от этого места, убирал за пазуху черный пистолет. Но на этом дело не кончилось. Невзирая на уговоры женщины, молодой мужчина продолжил пальбу. Его не остановило даже то, что Анастасия, находясь на крыльце собственного дома, прикрывала собак собой. На данный момент на передержке 4 питомцев в возрасте от 9 месяцев до 15 лет. Живут в будках во дворе частного дома. В этот день наивного пса фактически выманили за территорию двора обманным путем. Я гуляла с собакой черной, машина зеленая туда подъезжала и позвала собаку, она выбежала за двора, он ее позвал к машине, и он начал стрелять в нее. А он позвал ее по имени или просто сказал: иди сюда, что-то подманивал ее чем-то? Да. Нет, он не подманивал, он ее просто так, и она к ней подбежала. И он начал стрелять из пистолета. Только после того, как соседка вызвала полицию, стрелок спокойно сел в машину и уехал. Все собаки, к счастью, остались живы и видимых ранений не получили. Предположительно, мужчина является близким родственником другой соседки. Бродячие псы частенько пасутся неподалеку. Рядом локомотивное депо и столовая. Возможно, пули предназначались им. Будет ли наказан виновный, неизвестно. В полиции хозяйки приюта дали понять, что скорее ей самой выпишут штраф за отсутствие у собак поводков и намордников. Понедельник, 10:00, Центр соцпомощи. Семинар-совещание по новому социальному проекту. Он нацелен на раннее выявление семейного неблагополучия. Лекцию по актуальной теме для сотрудников ухтинских школ, детских садов и социальных центров читает гость из Москвы. Руководитель Фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак. Он отмечает, в регионах подход к оказанию помощи семьям морально устарел. Не всегда понимаем, каким образом вовлечь саму семью, обеспечить участие в самой семье в решении своих собственных проблем. Сказать: а вот материальная помощь, пожалуйста, да, вот там продукты, пожалуйста, а вот там педагогические усилия какие-то, воспитывание родителей, пожалуйста. Когда не работает, мы не очень понимаем, что делать, а когда работает, мы видим, что начинают шею, так сказать, нам на шею садиться, ножки свешивать. И это всего одна проблема из множества. Ухтинские специалисты говорят, раньше в основной массе проблемными считались семьи, где родители алко- и наркозависимы. Сегодня неблагополучными становятся и нормальные с виду семьи. Растет число отцов-одиночек, где-то в ячейке общества заправляют и вовсе не родители, а старшие родственники, бабушки и дедушки. В итоге проблемы в воспитании детей. При этом многие из взрослых просто не хотят идти на контакт со службами или образовательными учреждениями. И этот список можно продолжать очень долго. Мы еще очень много времени уделяем этим семьям, предлагаем одно, другое, третье, но, как правило, они те рекомендации и те советы выполняют очень редко. Много у нас делается работы по профилактике, но, на мой взгляд, наверное, вот это наше время
в котором мы сейчас живем, оно настолько, родители сильно заняты, наверное, собой, своими проблемами, и очень мало общения с детьми, скажем так, свободное там от работы время. Все перечисленные проблемы могут стать в одночасье запущенным случаем неблагополучной семьи. Чтобы снизить процент критических ситуаций, Ухта участвует в пилотном проекте по раннему выявлению того самого неблагополучия. В этом, безусловно, положительном начинании наш муниципалитет станет третьим после Сыктывкара и Сыктывдинского района. Вторник, район Югор, встреча населения с мэром Ухты Александром Бусаревым. Этот общепоселковый сбор начался с недобрых слов. Первое, что услышал градоначальник: мы в квартирах поставим буржуйки. А все потому, что людям уже надоело платить за тепло баснословные суммы. Некоторым в январе только за отопление пришлось отдать 8 тысяч рублей. Такие тарифы у жителей Югора из-за огромной котельной, рассчитанной на поселок и кирпичный завод. Только вот завода не стало, а расходы за местную систему отопления легли на плечи обычных жильцов. Несколько лет назад им обещали ситуацию изменить. Правда, обещавшие уже покинули свои посты. Люди разволновались. Когда был гайдер, и вот на 17-й год, почему мы последние 2 года молчали? Мы не поднимали этот вопрос, потому что мы были уверены на 100%. Нам сказали, с республиканского бюджета будет стоять мини-котельная в 17 году. Поэтому 16-17 сказали, 16-17, вот разговор был. Так же самое, вот здесь вот перед людьми выступали и так сказали. Поэтому мы 2 года не поднимали этот вопрос. 17-й год еще не закончился. Население сетует. Больше нет ни сил, ни средств терпеть этот кошмар. А в комитете по тарифам им отвечают: это у вас еще не обоснованно заниженный тариф. Ну как тут не разозлиться? Эта история тянется уже больше 10 лет. И этот градоначальник далеко не первый, кто вещает тут перед людьми. Мэр разводит руками. Он не в ответе за своих предшественников. Но людям обещает: пусть не сразу, но мини-котельную мы построим. С комитетом по тарифам разберемся. А разницу между ЕГЭРским и общегородским тарифом местным выплатим из муниципального бюджета. В данном случае, если я даю обязательство что-то делать, то это делать буду. Но я никогда не обманываю людей и обманывать не собираюсь. Говорить, что я вам сделаю золотые горы, не скажу. Но то, что предприму вот такие действия, которые я вам сказал, которые должны привести к нормальному результату, к нормальному отоплению, это делать я буду. Напоследок югорцы выносят ультиматум. 1 мая мы перекроем задвижки и больше не заплатим ни копейки по этим тарифам. А еще на выборы не пойдем, да, всем селом. К концу этой встречи у всех вроде как на душе легче. Выговорились, получили новую порцию обещаний и даже похлопали за них в знак благодарности. Спасибо вам! Но с собрания расходились все же с понурыми головами. Они бы и рады верить обещаниям, но вера, судя по всему, здесь больше не живет. Вторник, 13:00. Финал смотра конкурса школьных творческих коллективов по страницам добрых книг. В первую очередь члены жюри оценивают исполнительское мастерство, оригинальность режиссерского решения. Немаловажная культура речи, ведь цель конкурса – популяризация чтения классической литературы. Жюри отметило в этом году большой рост наших коллективов. И режиссерский, и актерский рост. Заметили то, что состав расширился, стала интереснее и разнообразнее программа. Руководители не только доносят идею автора через произведение, но им удается затронуть живые струнки человеческой души. В номинации «Старшеклассники» первое место разделяют Ухтинский технический лицей с постановкой «12 стульев» и 14-я школа поселка Водный. Для театральной студии «Юность» это уже далеко не первая победа в конкурсе. Мы занимали первые места. И именно в номинации «Старшеклассники». У нас даже было гран-при, то есть это выше всех призовых мест. Это первые дети, с которыми мы начали нашу театральную студию. Мы делали небольшую такую сценку из пьесы Чехова «Вишневый сад». В спектакле «Водевиль» задействовано 8 актеров. Николай занимается в студии уже 2-й год. В чеховском «Водевиле» он исполняет роль Полумракова. Говорит, герой ему пришелся по душе. Я в жизни такой, напористый, черствый и иногда даже вспыльчивый. В принципе, было, ожидание, то, что мы победим, мы займем первое место, но
было с кем посоревноваться. Среди самых юных участников первой стала постановка «Школа номер 23» «Волшебник изумрудного города». В среднем звене лучше признана сказка «Морозко» в исполнении Детского центра искусств. Коллективы-победители получат билеты в 3D-кинотеатр. По словам жюри, в этом году театральный репертуар весьма разнообразен, а актеры особенно убедительны. Сам Станиславский бы поверил. Вторник, 15:00, поликлиника номер 1. Прямая линия на тему профилактики и лечения сахарного диабета. Вопрос поступил от Ухтинки. Женщину интересует, почему таблетки Галвусмед сняли с бесплатного отпуска. Кроме того, на приеме у врача ей не предложили альтернативу уже привычному препарату. Как поясняет зам главного врача по лекарственному обеспечению, этот препарат не сняли с льготного отпуска, его расформировали на 2. Смотрите, метформин, который входит в состав этого препарата, он включен в список препаратов, подлежащих льготному отпуску. Метформин. Дальше. Второй составляющий этого препарата, вилдаглиптин, тоже включен раздельно. Соответственно, не комплексный препарат, как 2 в 1, а по раздельности вы имеете право при наличии соответствующих показаний получить данные препараты. Наталья Александрова поясняет, люди очень привыкают к употреблению одних препаратов. Это ведет к снижению эффективности, и каждый переход на что-то новое для пациентов – это целая проблема. Кроме того, люди совсем не хотят прикладывать сил для улучшения здоровья самостоятельно, заниматься спортом, отказаться от вредной пищи и алкоголя. И, как говорит Наталья Дмитрук, каждый в ответе за свое здоровье. А таблетки – это только вспомогательное средство. По статистике, в 1962 году больных этим недугом было в Ухтинском районе всего 50 человек. В 2015 эта цифра возросла до 6 тысяч. Вторник, 15:00, гимназия иностранных языков. Награждение ухтинских учителей за победу в муниципальных конкурсах. Их в Ухте с декабря по март прошло 6. Сегодня звездный час, а именно так называется эта уже традиционная церемония награждения. Наступил он для 48 учителей. Основная часть победителей – это стажисты, педагоги с опытом. Но вот уже 2-й год в перечне конкурсов есть отдельные номинации и для молодых специалистов. Из этих 6 мероприятий, по итогам которых будут подведены итоги, есть много мероприятий для наших молодых специалистов. Мы понимаем, что на уровне муниципалитета сегодня мы должны создать определенные условия для поддержки, сопровождения молодых специалистов. И мы, собственно говоря, это делаем. Участие в этих городских конкурсах очень важно для учителя. Так легче оценить свои педагогические достижения, вырасти профессионально и максимально близко соответствовать стандарту педагога. Его в России ведут уже в 2017 году. Среда, 11:00, городской дворец культуры. В 9 утра здесь должен был состояться генеральный прогон фестиваля детских театральных коллективов «Забава». Но репетиция сорвана. 160 дошколят со всех детских садов уже несколько часов ждут, когда же взрослые дяди и тети исчерпают конфликт. Раньше каждый звукорежиссер отвечал за конкретное мероприятие. Буквально месяц назад технические службы стали работать в 3 смены. Техническая служба, я не знаю, утвердили они это или это было самостоятельное решение. Согласно их решению, они ходят скользящим графиком на работу. И, естественно, мероприятия, которые готовятся, постоянно приходят новые работники, новый осветитель, новый звукорежиссер. Из-за этого и загорелся сыр-бор. Ситуация такова, что сегодня у коллектива проходит репетиция с одними звукорежиссером и осветителем, завтра с другими. Соответственно, все нюансы сценария приходится пояснять снова и снова. Сейчас на звуке новый человек, и дошколята уже час ждут, когда же найдется нужная фонограмма. Что нет одного руководства, то есть должна быть одна голова, не несколько, одна. Вот. И из-за этого возникает конфликтная ситуация, когда начинают высказывать претензии звукорежиссеру. Звукорежиссер говорит, у нас график скользящий. Ну, к рукавам претензии есть? Нет. К пуговицам есть? Нет. Все нормально. А в итоге страдает кто? Детвора. В конфликтной ситуации все шишки чуть было не посыпались на звукорежиссера, который вчера репетировал вместе с Верой Гой. Он-то в курсе, где какая фонограмма и когда что включать. Но в соответствии с расписанием дежурств, сегодня Иван Разманов работает с 3 часов дня. Не его смена. Соответственно, объяснять все нюансы своему коллеге по цеху молодой человек не считает необходимым. Если он в чем-то путается, то это проблемы как раз-таки со сценой связаны. Они либо переставляют сцены, либо путают тексты, а мы работаем исключительно по сценарию.
Вера Михайловна также на планерках очень часто, что, на мой взгляд, непрофессионально, говорит, что вот это театр, его нужно чувствовать душой, а мы ведь не работники театра, мы приложение к оборудованию. Пока взрослые выясняют отношения, дети ждут. Возможно, Вере Гой самой придется сесть за фонограмму, ведь фестиваль стартует уже завтра. А пока кто-то из руководителей уже уводит подопечных обратно в детский сад, так и не дождавшись разрешения конфликта. Кто-то репетирует без музыки прямо на сцене. Кругом царит хаос. Ушел из жизни один из театральных актеров нашего города. Говорят, незаменимых людей нет, но, как утверждают театралы, в случае с Вадимом Печниковым все наоборот. Театральной жизни студии «Фрески» он посвятил последние 15 лет. Как считает режиссер, за это время Вадим сыграл свои самые звездные роли. В каждого персонажа он вдыхал жизнь, а не просто показывал со сцены безликих людей. Это такой высокий уровень интеллекта, таланта. Я просто не знаю. Теперь многие спектакли мы могли бы восстановить и играть. Но вот те спектакли, в которых играл Вадик, мы не сможем восстановить и никогда не будем уже больше играть. Потому что, нету больше такого актера. Нету. Вадим Печников в большинстве играл главные роли. Как вспоминает Ольга, когда ставили спектакль «Авгиевы конюшни», у нее не было актера на главную роль, а сыграть нужно было не кого-то, а самого царя Авгия. Совершенно случайно, на улице, она встретила Вадима и, как говорит руководитель, звезды сошлись. Его театральный талант простирался от городничего в пьесе Гоголя «Ревизор» до 8-месячного нерожденного младенца в постановке «Рождение». Над этим спектаклем Печников работал вместе с молодой актрисой Екатериной Орловской. Как говорит Катя, начинали тяжело. Она студентка, а он профессионал. Он единственный, наверное, такой человек, которому я позволяла просто выругаться на меня для того, чтобы погрузить меня в предлагаемые обстоятельства. Он мог прийти и начать с того, что ты такая раз такая, там вот тебя никто не любит, там туда-сюда. Погружаешься полностью в состояние, отыгрываешь роль, он в конце подходит, обнимает, ты плачешь у него на плече, он говорит, ты молодец. Как говорят театралы, сегодня таких людей осталось мало. Тех, кто настоящий не только на сцене, но и в жизни. Вадим никогда не жаловался на свои болячки, хотя его постепенно косила страшная болезнь. Он до последнего момента наслаждался жизнью. Последние дни Вадим Печников провел в больнице. Ольга вспоминает, при очередном посещении она поинтересовалась о прогнозах на будущее, на что актер с присущим ему оптимизмом ответил «Не дождетесь». 6 апреля состоялось прощание и похороны великого актера. Сотрудница историко-краеведческого музея Ирина Сажина выиграла грант Российского благотворительного фонда. В ноябре этого года девушку ждет стажировка в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга. Тема – музейно-выставочная деятельность. Победа в гранте для Ирины стала приятным сюрпризом. Поскольку это, в принципе, мое первое и пока еще единственное участие в таких серьезных грантовых проектах, тем более здесь речь ведется о гранте Владимира Потанина, это очень известно, они занимаются как раз помощью музеям в оформлении и экспозиций, и в различных видах музейной деятельности. Одно из условий заявки – самостоятельно разработать маршрут. Ирина сделала акцент именно на Российском этнографическом музее. По ее словам, он наиболее близок к Ухтинскому музею по духу. Музей наш был создан более 35 лет назад. Многие экспозиции нашего музея, к сожалению, с того момента, и немножечко позже, не менялись. Меняется время, и в том числе должен каким-то образом измениться музей. Программа «Музейный десант» ориентирована на групповые стажировки в крупнейших музеях России и за рубежом. Таким образом, музейщики повышают квалификацию и делятся опытом. Ведь все изменения в лучшую сторону зависят только от сотрудников. Кадры решают все. Четверг, 9:00. Гуманитарно-педагогический лицей. Сегодня в гостях у лицеистов 114 человек. Поводом послужил один из этапов интеллектуального марафона. На этот раз участвуют 5 и 6 классы. Цель – выявить разнообразно одаренных детей. За 3 года проведения марафон уже стал традиционным. На этот раз в нем участвует 19 общеобразовательных учреждений Ухты и пригорода. Муниципальный проект, который так и называется «Одаренные дети». Главной целью этого проекта является как раз выявление и поддержка талантливых
талантливых и одаренных детей в самых различных областях. И вот одной из составляющих являются как раз такие мероприятия, как интеллектуальные марафоны. Первый день проходит по 4 интегрированным учебным предметам: история обществознания, окружающий мир, русский язык и литература, математика. Команды представлены 6 участниками, 3 пятиклассников и столько же 6-классников. Сейчас идет индивидуальный тур. Каждый марафонец выполняет свое задание. В результате они имеют возможность и в индивидуальном туре набрать какое-то определенное количество очков, и в то же время для своей команды принести какие-то очки. То есть первенство будет подводиться и по командному туру, и по индивидуальному туру. Это первый день. Что касается второго дня, участников ожидает командный тур. Его ввели впервые за 3 года проведения марафона. Новый формат предполагает игру по станциям. Всего их 7. Команды окунутся в мир сказок Пушкина, художественную, музыкальную, спортивную, краеведческую и другие атмосферы. На прохождение каждой станции отведено 10 минут. Лучших из лучших выявят по результатам 2 туров. Следственный отдел по Ухте завершил расследование 2 уголовных дел в отношении 16-летних юношей. 2 ухтинских подростка попались на незаконном приобретении и хранении спайсов в особо крупном размере. Оба дела как под копирку. Купили так называемую химку через интернет, покурили, стало плохо, оказались в полиции. Разница в одном. У одного спайсы изъяли в отделении, а ко второму сотрудников МВД пригласили домой родственники, когда парню стало плохо. Курительные смеси нашлись у него в спальне. 2 свертка он заботливо припрятал под матрасом. Одна семья не совсем такая благополучная, потому что брат у этого парня, он также находится в местах лишения свободы. Вот. В общем, проблемная семья. Данный подросток состоял длительное время на учете у врача-нарколога. А второй, конечно, парень, он замечен-то нигде не был особо в каких-то противоправных действиях, но семья у него более-менее благополучная. Теперь подростки под подпиской о невыезде. В настоящее время они дожидаются решения суда. Им обоим грозит до 10 лет лишения свободы. United Beat – чемпионы России. На днях танцоры вернулись из столицы. В Москве прошел 9-й всероссийский чемпионат Hip Hop International Кубок России 2016. В одной из самых престижных номинаций взрослые команды до 8 человек танцевальный коллектив одержал победу. Как говорит один из танцоров, мы шли к этой цели 7 лет и вот наконец-то добрались. Теперь для ухтинских ребят открыты двери на чемпионат мира, который пройдет в Лас-Вегасе. Саид Джараев, как истинный оптимист, верит в своих подопечных, но и не забывает о подводных камнях. Тяжело, очень тяжело. Там масса танцоров, масса стран, и с каждой страны выбирают лучшую команду. И никому не секрет, что то, что мы танцуем, это не совсем российская культура. Да, конечно, у нас приобрело это массовость в стране, но назвать это культурой, которая здесь добивается серьезных успехов, конечно, это нельзя. Понятно, что мы будем стараться, и задача максимум попасть в финал. Кроме того, в категории мега-крю ребята заняли 2-е место. 1-е место уступили танцорам из Москвы, но, как говорят ухтинцы, таким командам не стыдно проигрывать, они были тоже очень хороши. Помимо командных достижений на чемпионате России отличились сольно 2 ухтинца – Жастилик Роман и Вадим Гриц. Из 100 танцоров впервые ухтинский финал. На самом деле очень рад, и эмоции просто переполняли. Там вообще даже я не верил, не знаю, пару дней, наверное, в себя приходил, когда осознал, что мы наконец-то выиграли. У нас еще такая была сегодня мечта с ребятами. Там, короче, кто выиграл чемпионат на следующий год, у всех, короче, бейджи участника. И те, кто выигрывает, они на бейджах в следующем году, их фотка. И мы все мечтали, что когда-нибудь там будет наша. Походу в этот раз будет. Раз мы выиграли, значит в следующем году будет с нашей фоткой. И афиша, там все такое. Всего в этот раз в Москву Саид Джараев вывез 70 человек. Кроме профессионалов, в столицу ездили и новички, результат 10-е место. Но, как говорит бессменный наставник, для них это большой прорыв и хорошее начало. Детская библиотека, филиал номер 14. 7 апреля здесь, как и везде в Ухте, стартует плановая аттестация. Мероприятие проходит раз в 3 года. На подготовку уходит неделя, этого времени вполне хватает для контрольной проверки документов и своеобразного анализа деятельности за прошедшие 3 года. Как говорит заведующая библиотекой, к этому мероприятию все относятся как к экзамену, но это не так. Все проходит в доверительной беседе. Аттестация – это возможность показать свое умение, свою квалификацию, поделиться своим опытом
Ну и пообщаться лишний раз со своими коллегами, поговорить о их достижениях. Детская библиотека была организована в 1953 году и по праву считается самой старейшей библиотекой. Количество книг 22 тысячи, за всем этим, так сказать, богатством смотрят 3 женщины. У каждой свой отдел, специфика и посетители. Книги берут не только дети, на семейные часы приходят и взрослые. В читальном зале тишина. Алла Васильевна бережет эту атмосферу. Как говорит ее муж, работа библиотекаря – одна из благороднейших профессий. По образованию девушка – учитель русского языка и литературы. После вуза не смогла сразу устроиться по специальности и временно устроилась библиотекарем. И когда я влилась в этот коллектив именно этой детской библиотеки, я очень скоро поняла, что, в общем-то, здесь все мне очень нравится, все мне близко. Благодаря заведующей Татьяне Глебовне Шухардиной я попала в такую, можно сказать, по-домашнему рабочую атмосферу. Очень скоро я забыла вообще про школу и решила для себя, что я останусь в этой библиотеке и в этой профессии. Кроме предстоящей аттестации, у Аллы грядет знаменательная дата. В этом году, 8 апреля, девушка отметит 13 лет трудового стажа на должности библиотекаря. Четверг, 19:00. Универсальный спортивный комплекс «Суперлига чемпионата России по мини-футболу». Отложенные матчи 4-го тура. Ухта на домашнем паркете принимает гостей из Москвы. Императорский спортивный клуб «Дина». Их прошлое противостояние в декабре окончилось безоговорочной победой столичных профессионалов 6-0. Но буквально 3 месяца спустя северяне оказывают достойное сопротивление. Игра накануне выдалась нервной. Первый тайм в пользу ухтинцев 3-2, но в итоге успех праздновали москвичи. 7-4. Не понравилось отсутствие смелости, не понравилось то, что не играли в свою игру, не понравилось то, что плохо держали удар, хотя по счету, еще раз говорю, но вроде бы выдержали удар, там, не развалились, да. Сегодня в первом тайме оба клуба играют напористо, но ухтинцы торопятся и допускают много осечек. Как результат, на перерыв команды уходят при счете 4-1 в пользу гостей. Неизвестно, что в раздевалке сказал своим подопечным Юрий Руднев, но во втором отрезке игры парни ведут себя гораздо увереннее. На 10-й минуте Антон Рудых дальним ударом поразил девятку ворот. После болельщиков радует Александр Дунец, забивающий второй мяч за игру. По первому тайму все хорошо было, все контролировали игру, много моментов было. Во втором тайме, нам второй гол забили, наверное, началась какая-то нервозность у команды. Вот, и там уже начали какие-то ошибки создавать. На табло 4-3 в пользу гостей. Ухта берет тайм-аут. После меняет голкипера на 5-го полевого игрока. 2 минуты и тактика приносит дивиденды. Александр Севец виртуозно сыграл на добивание после своего же выстрела с острого угла левого фланга. Равный счет не устраивает императорский клуб. Теперь их черед выпускать вратаря Ганялу. Этим воспользовался Азат Бекбулатов, который забил в пустые ворота, тем самым выводя Ухту вперед. 5-4. Побеждают подопечные Руднева. К сожалению, вылетел из-за травмы Искординича в первом тайме. Скамейка у нас не очень длинная. Я попытался организовать игру в обороне. В общем-то, мы справлялись, но несколько, на мой взгляд, не самых обязательных таких голов можно было там доиграть в обороне, не дать сопернику, по крайней мере, выходить в центр поля и расстреливать вратаря. Любой опасный момент возле ворот хозяев или их оппонентов сопровождается гулом трибун. Сегодня среди болельщиков игроки детской команды по мини-футболу из поселка Шадаяк. Напомним, перед матчами мы традиционно разыграли несколько билетов. В ответ неравнодушная горожанка Екатерина Руденко обратилась с просьбой рассмотреть возможность приглашения на игру юных футболистов из пригорода. Инициативу мы переадресовали руководству МФК «Ухта». Директор Дмитрий Лукьяненко идею поддержал. В итоге вся команда наравне с воспитанниками детской юношеской спортивной школы болела за своих героев. После фотографировались и брали у них автографы. Мне больше понравился 11 номер Рудых. Игра была напряженная, очень было страшно за них, переживали, все кричали. И в последний момент они все-таки выиграли победу. Конечно, я болел за Ухту, игра была очень крутая. Я сначала расстроился, потому что счет был 4-1. Но потом наши сделали камбэк, и мне бы хотелось отметить Антона Рудых. Вне зависимости от возраста, сегодня все ухтинские болельщики получили удовольствие от игры и дозу адреналина. Иначе объяснить ликующую толпу нельзя. Уже 17 апреля состоится последний в этом сезоне домашний матч. Подарит ли клуб новую сенсацию? Ждать осталось недолго.
Пятница, 12:00, спорткомплекс «Буревестник». 10-е всероссийское соревнование по зимнему полиатлону. Сегодняшний вид – силовые упражнения. Отжимания для женщин и подтягивания на перекладине для мужчин. Перед тем, как приступить к выполнению упражнений, спортсмены обрабатывают ладони порошком с цветочным названием магнезия, чтобы руки не скользили. Еще одна особенность: за полиатлонистом наблюдают 3 судьи. Один смотрит за техникой выполнения. Если спортсмен раскачивается на перекладине, то упражнение не засчитывается. Другие 2 ведут счет и фиксируют время. К нам едут спортсмены для чего? Потому что, выступая на первых чемпионатах, они там завоюют призовые места, кубки, грамоты и тому подобное. То к нам приезжают те люди, которые не успели или не вошли в форму, сюда едут на выполнение мастера спорта Российской Федерации. В силовых упражнениях время для всех одинаковое – 4 минуты. Для женщин норматив 145 отжиманий, для мужчин 54 подтягивания на перекладине. Попробовать свои силы собрались 34 спортсмена. Это гости из Башкирии, Омской области и Сургута. Но, как показывает практика, самая большая и сильная команда – это местные спортсмены. Например, 20-летняя ухтинка Полина Кузнецова. Девушка поясняет, сначала ее мечтой были лыжи. Этому виду спорта она отдала 10 лет. Вообще, изначально я пошла в лыжи, потому что в моем городе особо выбора не было, куда идти. А в институте я пошла в полиатлон, так как всю жизнь посвятила спорту, то и надо было идти в спорт, а не куда-то в другое, развиваться дальше. Как поясняет Полина, теперь она занимается не только любимыми лыжами, но еще и силовыми упражнениями и стрельбой. В этих видах спорта полиатлонисты посоревнуются 9 и 10 апреля. Пятница, 13:00. Гуманитарно-педагогический лицей. Второй день интеллектуального марафона. Игра по станциям. Всего их 7. Ребята должны быть эрудитами в музыке, литературе, истории, а также знать свой край и обладать железной логикой, уметь разгадывать ребусы и головоломки. Ну и, конечно, куда без Александра Сергеевича. Он наше все. Одна из станций так и называется «Сказки Пушкина». Сказок у меня любимых нету. Я больше люблю иностранную, но не так, чтобы не... В основном приключенческую, сказками особо не увлекаюсь. Самая проблема была это в незнании немецкой литературы, то есть прототип «Золотой рыбки». А в основном все было просто. Все ясно. Да. Вы все-таки пришли к какому-то определенному выводу? И что это было? Это получился осетр. Днем раньше марафонцы соревновались в индивидуальном туре. И вот впервые за 3 года работа в командах. Казалось бы, все просто, а нет. Кому-то не хватает времени, кому-то знаний, а у кого-то просто сдают нервы. Но никаких поблажек. На прохождение каждой станции 10 минут. Наиболее сложно было определиться с выбором разных вариантов. То есть написать правильный, все предлагали разные, и нужно было мне как командиру выбрать то, что именно правильно на мое мнение. Спустя неделю стартует заключительный этап марафона для 7 и 8 классов. Таким образом, охвачены будут все возрастные категории одаренных детей. Ну а сегодня побежденных нет, исключительно победители. Ведь прийти на марафон и блеснуть интеллектом – это уже победа над собой и своей ленью.